Самое важное забыл еще сказать. При диспуте, ну, и вообще в целом, э, вот сифаты, вот говорят же салафиты, мы подтверждаем то, что в Коране сказано. Мы же тоже подтверждаем, что в Коране сказано. Что яд, вадж, хайн. Почему мы сифаты Аллаха в прямом смысле не понимаем? Кстати, вот эта тема очень важная, брат. Эта тема тоже в диспуте Есн Устаз затронул. Тот тоже, этот ваххабит тоже отмазывался. Он говорит, он так сделал. Вот рука Аллаха, вот ты говоришь рука Аллаха. Слово яд в прямом смысле понимаешь. Я могу камус арабского языка открыть, чтобы посмотреть разъяснение этого слова, потому что Коран на арабском нам был ниспослан. Я могу открыть. Он говорит, ну, это не люгавый, хакики, там. В смысле, как не люгавый? Ты говоришь люгавый, а потом говоришь не люгавый. Не в прямом, потом говоришь в прямом смысле. А в камус арабского языка любой человек, лейсаль араб, если откроет, он там прочитает, что слово яд там разъясняется как орган, часть тела, если его в прямом смысле рука, часть тела, которая предназначена для таких-то, таких-то, ну, чтобы что-то брать, что-то это человеческий орган тела. Поэтому мы, когда вы говорите, наш Стас, вот очень важный момент сказал, наш Стас сказал, когда вы говорите, что яд это в прямом смысле слова рука, то вы мушабиха, потому что э, э, рука, ну вот в прямом смысле вы говорите, что только кайфиет меняется. Э, То есть, а у шейха Усаймина там Шарх аль-Акида Уасития, он пишет свои правила, то что тот, кто ну, сифаты Аллаха в прямом смысле не понимает, в прямом смысле, то он уже заблудший, у них какой-то кавайд есть свои. Кстати, по поводу этого многие салафиты не читают книги там своих шейхов, поэтому и не знают. Когда говоришь, вот же твой шейх говорит, а мне зачем мне этот слова Усаймина, Ибн База, мне там слова Салифов, ну, надо Ибн Аль-Мубарака. Короче, от слов к слову, это игра слов называется. Просто уходит от слов, и так бесконечно можно с ними сидеть. Вот шейх Усаймин говорит, что тот, кто в прямом смысле не понимает сифаты Аллаха, тот его отвергает. У них почему-то так это вот. Есть такие правила вот в своей акиде. Он четко шейх Усаймин их поставил. Есть отдельная книга у шейха Усаймина, которая он предназначена для правил по акиде. Вот такая-то, такая-то, такая-то у нас правила, такие-то, такие-то, такие. Опираемся на это, опираемся на то. Вот. И то есть кайфиет не меняется. Вот это надо запомнить. Кайфиет не меняется. И наши шейхи, салифы на самом деле говорят, что биля кайф, то есть кайфии нету этих сифатов. А вот эти вот ваххабиты, они искажают слово биля кайф, они говорят кайфият наджхалюха, то есть тот кайфият, образ которого мы не знаем. Они образ подтверждают, они говорят, что у Аллаха есть образ, только тот образ, который мы не знаем. А саляфы говорили белякаев. Слово белякаев он много раз приводил от имама того же Табари, Байхаки и многих ученых. Валя Марна тоже приводил. И то есть смысл в том, что вот эта тонкая разница, оно принципиальная разница между нами и ваххабитами. Мы говорим белякаев, кайфият нету. Они говорят, кайфият есть, но такой кайфият, который мы не знаем. И вот эти вот салафиты, которые ходят там в странах СНГ, там, которые, многие из них не читают книги там своих устазов, а некоторые читают, может быть, но специально игнорируют эти места. Ну, они все темы не знают. И, кстати, Ибн Таймия в Баян Тальбиса Джахмия
сказал, что Аллах Субхану ва Тааля, вот они же говорят, сахабы спрашивали так. Тут ты спрашиваешь там, когда мы же говорим, что земля круглая. Вот если ты говоришь Аллах на небе, вот этот вопрос тоже, кстати, Мусолин, ну, он было затронуто в диспуте. Там много вопросов было затронуто, на которые ни на один этот мединский толеб не ответил, ваххабит. Вот земля круглая. Вот если ты говоришь, что Аллах на небе, там, то, что на земле, в другой части земли, другой человек говорит, что Аллах на небе. Там, они другие части, места показывают. Когда ты вот этот пример им показываешь, говоришь, они говорят, ой, что сахабы так спрашивали, сахабы верили просто, вот и все. А Ибн Таймия в книге Баян Тальбиса Джахмия, он разъясняет, кстати, устаз на арабском прочел, перевел перед этим толибом. Толиб, даже вот этот мединский толиб сказал, я не приму эти слова, я не принимаю эти слова Ибн Таймии по поводу того, что он, Ибн Таймия, он четкий пример приводит, то, что он, короче, сифат Аллаха мухит, то есть он в прямом смысле этот сифат принимает Ибн Тайми. Он говорит, мухит своей сущностью, то есть он даже пример привел, когда его же спросили, почему вот мы поднимаем руку на небо, а на другой части земли руку поднимают на небо. Этот вопрос был задан Ибн Тайми. Он ответил четко. Вот, потому что та небо, которое ты поднимаешь руку, говорит, это ближе, чем та небо, которое там. Почему мы не поднимаем руку вниз, там, вот человек спросил так, потому что та небо, которое мы поднимаем вверх, оно ближе, чем та небо, которое мы поднимаем вниз руку, когда. И потом он привел пример, там какой-то, это то же самое, что пойти там из Иерусалима через в Медину, через там какое-то место, чем лучше перейти так быстро. Он пример привел. И поэтому, по словам Ибн Таймии, на самом деле мы внутри Аллаха, то есть Аллах нас объемлет, мы внутри Аллаха, понимаешь? И вот эти слова привел, он не взял. Потом вот сейчас вышло же в группе побеждение, этот убеждение там победителей, что ли, там в группе, где ваххабитов опровергают, сейчас вышла вот статья о том, что запись о том, что вот, Ибн Аль-Каим и Ибн Таймия говорит, что рай и ад, что он не предвечен и в конце он исчезнет. Я не знаю насчет Ибн Таймии, у него есть ли такие слова. Ну, там вот привели слова Али Шейха, где он говорит там то, что типа вот я тебе так скажу, вот этот мединский толип, он сам даже привел эти слова, говорит, ты чё мне постоянно слова Ибн Таймии приводишь, то, мы этот, я вот, допустим, Ибн Аль-Каим говорит же, что ад не предвечен. Я же не принимаю уже эти его слова. Рахимахулла. Ну, говорю, что он рахимахулла. Ну, пусть Аллах его помилует. Он ошибся в этом вопросе. То есть даже, видишь, мединский толеб подтверждает это. Поэтому, брат, э, как бы многие из них, вот эти вот моменты не читали книги. Ибн Тайми там, и так далее. Потому что Ибн Таймия свою акиду он четко разъяснял. И шейх Саид Фуда говорит, Ибн Таймия на самом деле, ну, человек был героем на самом деле, ну, в смысле отважным человеком, потому что его последователи трусы, говорит, ну, они отмазываются, они говорят, сахабы спрашивали, так не спрашивали, говорит. Ибн Таймия так не говорил, говорит. Он, когда его спрашивали, он четко отвечал на свои убеждения и четко это разъяснял, говорит, примеры приводил, то есть.
А вот эти, говорит, салафиты, вот ваххабиты современные, когда их говоришь так, они как рыба, то есть спереди тронешь, там будет соскальзывать, сзади тронешь, будешь трогать, ну, схватишь, спереди будет соскальзывать. Вот как рыба, скользкая рыба, не поймаешь ни так, ни так. Поэтому в этом плане им бы надо было бы, ну, брать пример со своих вот этого шейхуль ислама ибн Таймия, так нежели сидеть там, сахабы задавали этот вопрос, они не задавали там и так далее. На самом деле был очень качественный диспут, много тем было затронуто, даже на половине диспута там оно длилось около 9 часов, на 2 дня, 2 дня мы, короче, они встречались, и даже где-то вот этот Октам хотел уйти, встать, потом Устаз Ерсин Амре сказал, не убегай, не убегай, сейчас я тебе прочту. Начал нервничать там и так далее. Э, ну вот так вот. А через интернет, да, они герои там. У них на все есть доводы, там, они от саляфов и так далее. Там.